Именно на этом месте произошел наезд на малолетнего велосипедиста в пятницу 3 сентября. Само видео наезда оставляет жуткое впечатление. Только благодаря чуду ребенок не остался инвалидом. После ДТП ребенок был немедленно госпитализирован в детское хирургическое отделение. Опасения врачей к их радостью не оправдались. Уже в понедельник он был выписан домой. Освидетельствование виновного в ДТП горе-водителя показало наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя. Что пили? 2 бутылки пива? Ну как совершили наезд, помните, на ребенка? Вину признаете свою? Также установлено, что 43-летняя женщина вообще не имеет водительского удостоверения. В отношении нее возведено дело административной ответственности за управление автомашиной в алкогольном опьянении. Будем надеяться, что у нее хватит совести восстановить детский велосипед. К сожалению, следующий наезд на ребенка закончился страшной трагедией. Следственно-оперативной группой установлено, что за рулем автомобиля Toyota Camry находился бесправный 27-летний житель ПГТК Хем, являющийся отцом пострадавшего малолетнего пешехода. Так, около дома при движении задним ходом мужчина не заметил и допустил наезд на 1,5-годовалую дочь, оказавшуюся на улице без присмотра взрослых. На момент происшествия ребенок находился позади транспортного средства. И в результате наезда от тяжести полученных травм малолетний пешеход скончался в реанимационном отделении медучреждения. Начали вот в этом месте все происходило. машину поднимать. Он отсюда рванул, и здесь вот пыль должна быть. Потому что с пробуксовкой он Черная пошел. машина, вот кто ее в травмпункт привез, вот тот был виноват. С пробуксовкой пошел туда и на большой скорости. Всё, камеру включать. Как и в первом случае, водитель не имел права управления автомашиной и тоже находился в состоянии опьянения. При проверке по базе ГИБДД установлено, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами. Водительского удостоверения ему не выдавалось. Проверка в Республиканском наркологическом диспансере установила пребывание водителя в наркотическом состоянии опьянения. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Кызылский возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Госавтоинспекция настоятельно призывает граждан к благоразумности, во избежание непоправимых последствий исключить и не допускать нетрезвого и бесправного вождения. Соблюдайте правила дорожного движения. Сайгын Бербе Буян Оюн Ангар Оржак, Тува 24.